Баршаңза ассалому алейкум. Всем доброго дня, мир вашему дому. Однажды командир спросил своих бойцов, кто из них желает стать снайпером. Первый из строя вышел Ибрагим. «Охотник?» – поинтересовался командир. «Охотник. В степи на диких зверей охотился. А фашист тоже зверь». Ибрагим родился в 1908 году в селе Сарсу Жамбыльской области. До войны он работал трактористом. В свободное время любил поохотиться со старой берданкой. В Красную армию его призвали осенью 1941 года. Однажды командир спросил молодых бойцов, кто из них желает стать снайпером. Первым из строя вышел Ибрагим. «Охотник?» – поинтересовался командир. «Охотник. В степи на диких зверей охотился. А фашист тоже зверь». Так он получил снайперскую винтовку и беспощадно бил из нее гитлеровцев. Сулейменов служил в 100-й стрелковой бригаде, сформированной в Алмате. Невысокого роста, спокойный и слегка лукавым взглядом. Солдат быстро завоевал авторитет среди однополчан. Бригада получила боевое крещение осенью 42-го под Ржевом. Тогда меткостью отличились стрелки Бергенбай Абдикаримов, уничтоживший 48 фашистов, Заманбек Матаев 34, Петр Осачи 28. Сулейменов уничтожил 39 офицеров и солдат противника. Затем их перекинули под Великие Луки, где шли ожесточенные бои. Там Ибрагим довел личный счет до 150 фашистов. На армейском слете снайперов летом 1943 года он, уже прославленный стрелок, выступил перед сослуживцами. Почему я стал снайпером? Я начал войну под Москвой. Я видел расстрелянных колхозников, колхозниц и их детей. Я входил в дома, и мне говорили люди, как издевались над ними гитлеровцы. Я видел в каждом доме горе, страдания. Мне стало тяжело это видеть. Я поклялся в те дни стать снайпером. Почему? Я защищал Москву. Я казах. Мой Казахстан далеко от Москвы. Но Москва – столица нашего союза. Она и моя столица. Вот почему я защищал Москву. Но это не все. Я думал, если фашистов не остановить и не уничтожить, они могут дойти до моего родного Казахстана. Я не успокоюсь до тех пор, пока один гитлеровец будет топтать нашу землю. К ноябрю 43-го винтовка Сулейменова сразила 239 солдат и офицеров врага. О нем писали газеты, а Акын Джамбыл Жабаев посвятил ему стихи. Фашисты же панически боялись лесного стрелка, так они называли Ибрагима. Известно несколько случаев, когда солдаты немецкой армии отказывались выходить на позиции из опасения попасть на мушку прославленного снайпера. За старшиной Сулейменовым началась охота. Враг бомбил любое подозрительное место, где мог укрыться снайпер. Но удача не покидала смелого воина, и боевые поединки всегда заканчивались в его пользу. 16 ноября 1943 года на высоте 173,3 у станции Изуча, западнее города Невелия, разогрелся ожесточенный бой. На левом фланге высоты вела огонь из пулемета Маншук Маметова. На правом, занимая сразу 3 окопа, расположился Ибрагим Сулейменов. В двух крайних он оставил по винтовке, а в среднем автомат и 2 гранаты. Как только ему попадался на глаза противник, он тут же его разил из снайперской винтовки. Ибрагим уничтожил 12 фашистов. Когда у советских пехотинцев кончились боеприпасы и солдаты начали отходить, к вечеру на высоте остались только Маметова и Сулейменов, прикрывавшие отход товарищей. Уже были слышны крики
однополчан, идущих обратно на выручку. Смолк пулемет «Маншук». У Ибраима закончились патроны, и он бросился в рукопашную. Тогда его не настигла вражеская пуля. После боя в 2 окопах Сулейменова не нашли ни одного патрона. Вокруг насчитали свыше 30 вражеских трупов. В тот бой отважный старшина довел свой счет до 289 фашистов. Бригада представила посмертно Ибраима Сулейменова и Маншук Маметову к званию Героя Советского Союза. Армия и фронт утвердили эти представления, но в Москве решили по-другому. Маншук удостоили звания Героя Советского Союза посмертно, а Ибраима наградили орденом Ленина. Однако это лишь бюрократия и для нас, потомков, каждый участник Великой Отечественной войны герой.